Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о клещах. И гость нашей программы – педагог дополнительного образования Дома научной коллаборации Соломонова Северо-Восточного федерального университета Евгений Попов. Евгений Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Наука, изучающая клещей, акарология – новое для меня слово. Расскажите, каких именно клещей изучаете вы? Еще раз добрый день. Я изучаю клещей, которые переносят заболевания, то есть переносчиков трансмиссивных кровяных заболеваний. В данном случае иксодовые клещи, которые являются главным вектором таких заболеваний, как клещевой энцефалит, как боррелиоз, бабезиозы и другие заболевания. У клещей огромное множество разновидностей, имею в виду. А какие клещи самые для человека опасные? Клещей действительно очень много, их более 50 тысяч видов, то есть в классе паукообразных они занимают первое лидирующее место по распространенности, по видовому разнообразию. И для человека самое опасное, это, конечно же, будут иксодовые клещи, которые встречаются на растительности, которые пьют кровь и тем самым через свою слюну пускают в кровь человека вирусы и патогенные бактерии. Так, сейчас я попрошу наших телезрителей, у которых есть какая-либо аллергия, послушать более внимательно. Вопрос такой. Аллергия, клещи и цветочная пыльца. Какая здесь есть связь? Чаще всего аллергия наступает на какие-то биологические сложные молекулы, чаще всего это бывают белки. И у клещей в их экскрементах есть так называемый мощный белок P10. Этот белок вызывает сильную аллергию, вплоть до летальных исходов у некоторых младенцев. И такие клещи, они микроскопические, размер их менее 0,1 мм, и они встречаются повсеместно в наших квартирах, так называемые пылевые клещи, которые питаются остатками кожи. Ну и цветочная пыльца, конечно, тоже это сложные биологические молекулы, которые вызывают респираторные формы аллергии. Ну, безусловно, не секрет, что клещи наносят и большой вред сельскому хозяйству. Как остра эта проблема у нас в регионе? На данный момент у нас зарегистрирован так называемый паутинный клещ. Это паразит растений. Растения покрываются тонкой паутиной, на которой можно заметить небольших, похожих на пауков существ, которые активно перемещаются. И вот эти вот паутинные клещи, они выпивают соки растений, приводя к гибели. Пока что у нас недавно появились вот эти вот товарищи, которые активно начинают продвигаться. Все это связано с изменениями погодно-климатических условий, которые происходят сейчас на севере. Это острая, большая проблема, над которой нужно работать. Помимо этого, есть клещи, которые всегда обитали у нас на протяжении веков всего развития человечества. Это зерновые клещи, амбарные клещи, которые портят зерновые товары, которые портят качество муки, которые портят качество продуктов питания. Скажите, как специалист, правда ли, что на теле каждого человека живут клещи? Да, абсолютно верно. Такие клещи, как демодекс, они встречаются у 99,9% населения планеты. Чаще они не совсем на теле, они ползают по ресницам и главным образом сфокусированы на лицевой части кожи. Они есть у всех, они не причиняют вреда, это не опасные клещи, и мы просто их не замечаем. Но если у человека начинаются проблемы с иммунитетом, такие клещи могут спровоцировать некоторые заболевания, такие как акне, клещевые угри и тому подобные заболевания. Ну и, естественно, вывести таких клещей никаким образом невозможно. Невозможно. Мы с ними живем на протяжении тысячелетий и просто должны привыкнуть. Несмотря на то, что на дворе еще зима, в принципе, теплое время года не за горами, и начнется опять бум обращений в лечебные учреждения с укусами клещей. В какое время должна начинаться профилактическая работа и какими силами необходимо проводить эту профилактику? Ну, самое страшное заболевание, которое переносит клещ, это же, конечно же, клещевой энцефалит. Это, возможно, паралич, частичный паралич, порез тела, либо летальный исход. Я рекомендую проходить вакцинацию, если человек
часто выезжает за пределы города и попадает в экосистему леса. В различных клиниках есть разные программы по вакцинации от клещевого энцефалита. Но помимо клещевого энцефалита есть так называемая болезнь Лайма. Это уже бактериальное заболевание, которое на данный момент нет прививки. То есть, у нас болезнь Лайма не зарегистрирована пока что, но все может быть. И есть такие вот профилактические методы. Клещ ползет всегда вверх, и поэтому если заправить в носки верхнюю одежду, то клещ не сможет попасть внутрь и укусить человека. Также клещ может ходить по одежде, по коже несколько часов, пока не найдет удобное для него место. Чаще всего это за ушами, под мышками, впадины, где очень тонкая нежная кожа. И возвращаясь из природы, с леса, нужно сделать просто осмотр тела на наличие вот этого паразита. Есть такой миф о том, что клещ якобы падает с дерева на человека. Это неправда. Клещ всегда сидит на невысокой траве, выше метра он практически не забирается. То есть, скорее всего, человек пройдет, просто заденет обувью, клещ зацепится и начнет ползти вверх. Но если говорить в целом, то расскажите, какая сложилась у нас в регионе практика борьбы с клещами? Опрыскивание акарицидами, то есть продаются в различных магазинах мощные акарициды, которые достаточно хорошо защищают ту или иную территорию от этих членистоногих животных. Сейчас тенденция сводится к тому, что у нас все равно происходит увеличение популяции клещей. Опять же, это связано с глобальным потеплением климата. Укусов становится больше, собственно, обнаружений на собаках, на животных становится также больше. Иногда к нам попадают клещи, которые не характерны для Якутии. Они могут приехать на собаке, которая была в Сочи. Такие тоже случаи фиксируются ветеринарной практикой специалистами. Но из хороших новостей то, что клещи, которые являются переносчиками или векторами клещевого энцефалита, это примерно менее 1% от общей популяции. То есть заразиться клещевым энцефалитом можно, но на данный момент вероятность невысокая. Вернемся к нашему короткому якутскому лету. А есть ли какие-то прогнозы относительно того, какой ситуация будет в этом году? Если будет теплее, теплая весна, то популяция клещей, конечно же, будет выше. Я в этом уверен. То есть, если мы посмотрим график численности, то с каждым годом обнаружение, контакт человека с клещом увеличивается. Они раньше просыпаются, делали исследования, вторая половина мая, вторая декада мая уже появляются клещи. То есть, как только снег начинает слегка таять, как солнце начинает печь, выходят первые клещи, они максимально агрессивны, они очень голодны, они спали всю зиму, и им необходима кровь. Затем в течение июня у нас увеличивается вспышка численности клещей, и потом падает, и появляется она уже в начале августа. Вторая вспышка численности. Ну а если говорить о наблюдениях за последние несколько лет, то ареал обитания клещей каким-то образом меняется или стабильно из года в год это одна и та же территория? Нет, в Якутске не было клещей до определенного момента. Также никогда не было клещей в северных лусах, теперь они появились, и ареал расширяется и наступает на север. Это не только клещи, это и многочисленные виды гнуса уникального, который раньше не встречался в северных лусах, то сейчас туда пришли уже новые виды паразитических двукрылых, таких как слепни, некоторые виды оводов. Все паразитические формы жизни с юга начинают наступать на север. Это та тенденция, которую мы видим за последние 10-20 лет. Ну вот вы упомянули о профилактике, один из видов, который это опрыскивание. Могут ли население нашей республики самостоятельно производить обработку вот этими химикатами своих каких-то дачных участков или посевов, или все-таки нужно приглашать специалистов, чтобы не нанести, допустим, вреда здоровью самостоятельно? В свободной продаже имеются хорошие респираторы, которые активно помогают не допустить появления клеща на той или иной территории.
в различных магазинах есть очень мощные, хорошие акарициды, концентрированные, которых хватает на достаточно большую площадь. То есть площадь дачного участка может покрыть небольшой флакон тех средств, которые продаются в магазинах. До дождя, конечно, дождь смоет все это и все. Евгений Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего вам доброго. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью» о клещах и как с ними бороться. Мы говорили сегодня с педагогом дополнительного образования Дома научной коллаборации Соломонова Северо-Восточного федерального университета Евгением Поповым. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и обязательно дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.